Сегодня Бог обращается к вам с таким посланием. Позвольте мне благословить вас своей благодатью и миром. Откройте свое сердце и разум, чтобы принять все, что у меня есть для вас. Не стыдитесь своей пустоты, а воспринимайте ее как оптимальное условие для того, чтобы наполниться моим миром. Легко подправить внешность, чтобы казаться, будто у вас все в порядке. Ваши попытки выглядеть хорошо могут обмануть большинство людей, но я вижу вас насквозь, в самую глубину вашего существа. В ваших отношениях со мной нет места притворству. Радуйтесь облегчению от того, что вас полностью понимают. Говорите со мной о своих проблемах и чувствах неадекватности. Постепенно я превращу ваши слабости в сильные стороны. Помните, что ваши отношения со мной пропитаны благодатью, поэтому ничто из того, что вы делаете или не делаете, не может отделить вас от моего присутствия. Сегодня, если вы верите в Бога, перестаньте беспокоиться, чтобы услышать мой голос. Я тихо говорю с вами в глубине вашего существа. Ваш разум мечется туда-сюда, сплетая паутины тревожной путаницы. Когда мои мысли поднимаются в вас, они запутываются в этих липких паутинах беспокойства, заглушая мой голос, и вы слышите только белый шум. Попросите мой дух успокоить ваш разум, чтобы вы могли думать о моих мыслях. Эта способность – удивительное преимущество того, что вы, мое дитя, созданное по моему образу и подобию. Не будьте оглушены шумом мира или собственным мышлением, вместо этого преображайтесь, обновляя свой разум. Сидите тихо в моем присутствии, позволяя моим мыслям перепрограммировать ваше мышление. Ангелы говорят вам сегодня: посидите со мной в тишине, пусть все ваши страхи и тревоги всплывут на поверхность вашего сознания. Там, в свете моего присутствия, эти пузырьки лопаются и исчезают. Однако некоторые страхи всплывают снова и снова, особенно страх перед будущим. Вы склонны мысленно проецировать себя в следующий день, неделю, месяц, год или десятилетие, представляя себе, как плохо справитесь в это время. То, что вы видите, это ложный образ, потому что в нем нет меня. Мрачные времена, которые вы себе представляете, не наступят, так как мое присутствие всегда будет с вами. Когда на вас нападает беспокойство о будущем, поймайте его и обезвредьте, наполнив этот мысленный образ светом моего присутствия. Скажите себе: Иисус будет со мной тогда-то и тогда-то, с Его помощью я справлюсь. Затем вернитесь домой, в настоящий момент, где вы сможете насладиться покоем в моем присутствии. Бог говорит сегодня: позвольте моему присутствию перекрыть все, что вы испытываете. Подобно светящейся завесе, я парящий над вами и всем, что вас окружает. Я учу вас осознавать меня в каждой ситуации, с которой вы сталкиваетесь. Когда патриарх Иаков убегал от своего разъяренного брата, он лег спать на каменную подушку в земле, которая казалась ему безлюдной. Но после того, как ему приснились небеса, ангелы и обещания моего присутствия, он проснулся и воскликнул: «Конечно, Господь в этом месте, а я не знал об этом». Это открытие было сделано не только для него, но и для всех, кто ищет меня. Всякий раз, когда вы чувствуете отдаленность от меня, скажите:
конечно, Господь в этом месте, а затем попросите меня дать вам осознание моего присутствия. Это молитва, на которую я с радостью отвечаю. Сегодня Бог говорит вам: «Я хочу, чтобы вы приобрели новую привычку». Попробуйте говорить «Я доверяю тебе, Иисус», в ответ на все, что с вами происходит. Если будет время, подумайте о том, кто я есть во всей моей силе и славе. Подумайте также о глубине и широте моей любви к вам. Эта простая практика поможет вам видеть меня в любой ситуации, признавая мой суверенный контроль над Вселенной. Когда вы смотрите на события с этой точки зрения, через свет моего вселенского присутствия, страх теряет свою власть над вами. Неблагоприятные обстоятельства становятся возможностями для роста, когда вы подтверждаете свое доверие ко мне. Несмотря ни на что, принимайте благословения с благодарностью, понимая, что они исходят непосредственно из моей благодатной руки. Ваше постоянное подтверждение доверия ко мне будет укреплять наши отношения и удерживать вас рядом со мной. Сегодня Вселенная говорит вам: остерегайтесь смотреть на себя глазами других людей. Такая практика таит в себе несколько опасностей. Во-первых, практически невозможно понять, что на самом деле думают о вас другие люди. Более того, их мнение о вас изменчиво и зависит от духовного, эмоционального и физического состояния каждого зрителя. Основная проблема, связанная с тем, чтобы позволить другим. Определение себя в глазах других людей граничит с идолопоклонством. Стремление угодить другим часто заглушает желание угодить мне, вашему Творцу. Гораздо реальнее и глубже видеть себя моими глазами, где мой взгляд на вас устойчив и уверен, не запятнан грехом. Через мои глаза вы можете воспринимать себя как глубоко и вечно любимого человека. Найдите покой в моем любящем взгляде, и вы обретите глубокий мир. Приблизьтесь к моему любящему присутствию, поклоняясь мне в духе и истине. Напечатайте «Я есть осознание», чтобы подтвердить эту истину. Вы можете поддержать канал «Божьи чудеса», выражая сверхблагодарность. Иисус приглашает вас прийти к Нему с ослабленной защитой, готовым получить благословение и наполниться Его присутствием. Расслабьтесь и почувствуйте облегчение от того, что вы полностью открыты и искренни с Ним. Вам нечего скрывать и нечего раскрывать, потому что Он и так все о вас знает. Других отношений, подобных этим, быть не может. Потратьте время на то, чтобы насладиться их богатством, греясь в Его золотом свете. Одно из самых страшных последствий грехопадения – это искусные барьеры, которые люди возводят между собой и другими. В мире и даже в моем теле, церкви, существует множество фасадов. Иногда церковь – это последнее место, где люди чувствуют себя свободно. Они прикрываются воскресной одеждой и воскресными улыбками, испытывая облегчение, когда покидают церковь из-за напряжения ложного общения. Лучшим противоядием от этой искусственной атмосферы является практика своего присутствия в церкви. Пусть вашим главным фокусом будет общение со мной, поклонение мне и прославление меня. Тогда вы сможете улыбаться другим с моей радостью и любить их моей любовью.
Напечатайте «Я верю в себя», чтобы подтвердить эту истину. Вселенная говорит вам сегодня, что благодарное отношение открывает небесные окна, и духовные благословения беспрепятственно падают на вас через эти окна в вечность. Более того, когда вы смотрите вверх с благодарным сердцем, вы получаете проблески славы через эти окна. Вы еще не можете жить на небесах, но уже можете почувствовать предвкушение своего последнего дома. Такие образцы небесной пищи возрождают надежду. Благодарность открывает вам доступ к этому опыту, который в свою очередь дает новые поводы для благодарности. Таким образом, ваш путь превращается в восходящую спираль всевозрастающей радости. Благодарность – это не какая-то магическая формула, это язык любви, который позволяет вам общаться со мной в тесном контакте. Благодарное мышление не предполагает отрицание реальности с ее множеством проблем. Напротив, оно радуется обо мне, вашем Спасителе, посреди испытаний и скорбей. Я – ваше прибежище и сила, вечно присутствующая и испытанная помощь в беде. Подписывайтесь на наш канал, если любите. Сегодня Бог говорит вам, что вы можете достичь победоносной жизни, живя в глубокой зависимости от Него. Обычно люди ассоциируют победу с успехом, с тем, что они не падают и не спотыкаются, не совершают ошибок. Но те, кто преуспевает в своих силах, как правило, идут своим путем, забывая о Боге. Именно через проблемы, неудачи, слабость и нужду можно научиться полагаться на Бога. Истинная зависимость – это не просто просьба к Богу благословить то, что вы решили сделать. Это приход к Богу с открытым умом и сердцем, приглашающий Его поселить в вас свои желания. Бог может вложить в вас мечту, которая кажется вам недостижимой. Вы знаете, что сами по себе вы не сможете достичь такой цели. Так начинается ваш путь глубокого упования на Бога, путь веры, совершаемый шаг за шагом, опираясь на Него настолько, насколько это необходимо. Это не путь постоянного успеха, а путь многочисленных неудач, за каждой из которых следует скачок роста, питаемый все большим упованием на Бога. Наслаждайтесь благословением победоносной жизни через углубление своей зависимости от Него. Напишите «Да», если вы чувствуете это. Сегодня Бог говорит, что Он участвует в каждом моменте вашей жизни. Он тщательно продумал каждый сантиметр вашего пути в этом дне, хотя многое в нем может казаться бессистемным, потому что мир находится в падшем состоянии, и все время кажется, что все разлаживается по краям. Ожидайте неприятностей в этом дне, но в то же время верьте, что Божий путь совершенен даже среди такого грязного несовершенства. Помните, что Бог никогда не покидает вас в этот день. Пусть Святой Дух ведет вас шаг за шагом, оберегая от ненужных испытаний и давая силы пройти через все, что предстоит пережить. Преодолевая трудности этого падшего мира, держите свой ум в небесах с Богом. Таким образом, свет Его присутствия озаряет вас, даруя мир и радость, которых не могут коснуться обстоятельства. Наберите 711, если вы верите в это. Ангел говорит сегодня, что он заботится о вас. Доверяйте ему всегда, доверяйте ему в любых обстоятельствах, доверяйте ему всем сердцем.
Даже когда вы устали и кажется, что все идет не так, как надо, вы все равно можете произнести эти 4 слова. «Я доверяю тебе, Иисус». Поступая так, вы отдаете дела под мой контроль и возвращаетесь в безопасность моих вечных рук. Еще до того, как вы встанете утром с постели, я уже распорядился событиями вашего дня. Каждый день предоставляет вам множество возможностей познать мои пути и стать ближе ко мне. Знаки моего присутствия скрасят даже самый тусклый день, если у вас есть глаза, которые действительно видят. Ищите меня, как скрытое сокровище, и я найду вас. Напечатайте «Я знаю», если это так. Бог говорит сегодня: не унывай из-за того, что тебе трудно сосредоточиться на мне. Я знаю, что желание твоего сердца – постоянно осознавать мое присутствие. Это высокая цель, к которой вы стремитесь, но никогда не сможете полностью достичь ее в этой жизни. Не позволяйте чувству неудачи тяготить вас, а постарайтесь увидеть себя таким, каким вижу вас я. Прежде всего, меня радует ваше глубокое желание идти со мной по жизни в тесном контакте. Мне приятно, когда вы начинаете общаться со мной. Я замечаю прогресс, достигнутый вами с тех пор, как вы впервые решили жить в моем присутствии. Когда вы поймете, что ваш ум отвлекся от меня, не пугайтесь и не удивляйтесь, вы живете в мире, который устроен так, чтобы отвлекать вас. Каждый раз, когда вы пробиваетесь сквозь массу отвлекающих факторов, чтобы пообщаться со мной, вы одерживаете победу. Радуйтесь этим маленьким победам, и они будут все больше освещать ваши дни. Напечатайте «Я верю в себя», чтобы подтвердить эту истину. Бог говорит: «Я работаю от вашего имени». Принесите мне все, что вас волнует, включая ваши мечты. Говорите со мной обо всем, пусть свет моего присутствия озаряет ваши надежды и планы. Проводите время, позволяя моему свету наполнять ваши мечты жизнью, постепенно превращая их в реальность. Это очень практичный способ сотрудничества со мной. Я, Творец Вселенной, согласился сотрудничать с вами. Не пытайтесь торопить этот процесс. Если вы хотите работать со мной, вы должны принять мои временные рамки. Спешка не в моей природе. Аврааму и Саре пришлось много лет ждать исполнения моего обещания, рождения сына. Как долгое ожидание усилило их радость от этого ребенка. Вера – это уверенность в том, на что мы надеемся, принимая как реальный факт то, что не открывается чувствам. Напечатайте «Я оптимист», если вы готовы. Вселенная говорит: «Я говорю с вами из глубины вечности». До того, как образовался мир, я есть. Ты слышишь меня в глубинах своего существа, где я поселился. Я Христос в вас, надежда славы. Я, ваш Господь и Спаситель, жив в вас. Научитесь настраиваться на мое живое присутствие, ища меня в тишине. Празднуя чудо моего рождения в Вифлееме, празднуйте и свое возрождение к вечной жизни. Этот вечный дар был единственной целью моего прихода в ваш запятнанный грехом мир. Примите мой дар с благоговением и смирением. Потратьте время на то, чтобы исследовать огромные измерения моей любви.
Позвольте благодарности свободно изливаться из вашего сердца в ответ на мой славный дар. Позвольте моему миру воцариться в вашем сердце и будьте благодарны. Напечатайте «Я изобилен», чтобы заявить о себе. Бог говорит: «Я люблю тебя вечной любовью, исходящей из глубины вечности. Прежде чем ты родился, я знал тебя». Вдумайтесь в потрясающую тайну любви, которая охватывает вас от рождения до могилы. Современный человек утратил представление о вечности. Чтобы отвлечься от зияющих челюстей смерти, он занимается непрерывной деятельностью и развлечениями. Практика неподвижного пребывания в моем присутствии почти утрачена. Однако именно эта неподвижность позволяет вам ощутить мою вечную любовь. Вам нужна уверенность в моем любящем присутствии, чтобы выдержать жизненные бури. Во времена суровых испытаний даже самое лучшее богословие может подвести вас, если оно не сопровождается опытным знанием обо мне. Наилучшей защитой от тонутия во время жизненных бурь является уделение времени развитию дружбы со мной. Напечатайте «Я воплощаю любовь», чтобы подтвердить это. Бог говорит сегодня: «Поклоняйтесь мне в красоте святости». Всякая истинная красота отражает часть моей сущности. Я действую в вас, божественный художник, создавая красоту в вашем существе. Моя главная работа заключается в том, чтобы расчистить завалы и беспорядок, освободив место для моего духа, чтобы он мог полностью овладеть им. Сотрудничайте со мной в этом деле, будучи готовыми отпустить все, что я решу забрать. Я знаю, что вам нужно, и обещал дать все это с избытком. Ваше чувство безопасности не должно основываться на вашем имуществе или на том, что все идет своим чередом. Я учу вас полагаться только на меня, находя удовлетворение в моем присутствии. Это означает, что вы можете быть довольны как многим, так и малым, принимая любую из этих воль как мою волю на данный момент. Вместо того, чтобы хватать и контролировать, вы учитесь отпускать и получать. Культивируйте в себе эту восприимчивую позицию, доверяя мне в любой ситуации. Напечатайте «Я принимаю свою силу» для подтверждения. Вселенная говорит, что встречи с людьми никогда не бывают случайными. Кто-то не может войти и выйти из вашей жизни без причины. Уроки и рост, которые вы переживаете, никогда не бывают спонтанными. Это всегда предначертано. У нас с вами есть какая-то высшая цель, которую мы никогда не узнаем, пока не достигнем ее. Поэтому я хочу, чтобы вы перестали относиться к своему опыту как к случайным событиям, которые произошли случайно, и начали искать более глубокий смысл и конец или цель, что-то, что поможет вам расцвести, что преподаст вам важные уроки, которые могут дать только люди и их существование. Начните утверждать, что это тоже пройдет. Бог говорит: «Стремись угодить мне прежде всего». Сегодня на вашем пути будет много точек выбора. Большинство решений в этот день будут небольшими, которые нужно будет принимать быстро. Для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать некоторые правила. Многие люди принимают решения, руководствуясь привычными реакциями и желанием угодить себе или другим. Это не мой путь для вас.
Стремитесь угождать мне во всем, а не только в принятии важных решений. Это возможно только в том случае, если вы живете в тесном общении со мной. Когда мое присутствие доставляет вам глубочайшее наслаждение, вы почти инстинктивно знаете, что доставит мне удовольствие. Достаточно одного взгляда на меня, чтобы сделать правильный выбор. Наслаждайтесь мной все больше и больше. Ищите моего удовольствия во всем, что делаете. Наберите 1001, если вы готовы. Ангел говорит: «Подожди меня немного, мне есть что тебе сказать». Ты идешь по пути, который я для тебя выбрал. Это одновременно и привилегия, и опасный путь ощущать мое славное присутствие и возвещать об этом другим. Иногда вы чувствуете себя самонадеянно, выполняя такое поручение. Не беспокойтесь о том, что думают о вас другие люди. Работа, которую я совершаю в вас, поначалу скрыта, но со временем расцветут цветы и появятся обильные плоды. Идите со мной по дороге жизни, доверьтесь мне всем сердцем, и пусть мой дух наполнит вас радостью и миром. Напечатайте 2121, если вы согласны. Укрепляйтесь в свете моего присутствия. Ваша слабость не отталкивает меня, напротив, она привлекает мою силу, которая всегда готова влиться в покорившееся сердце. Не осуждайте себя за то, что вы постоянно нуждаетесь в помощи, напротив, придите ко мне со своей жалкой нуждой. Пусть свет моей любви наполнит вас. Отдающееся сердце не ноет и не бунтует, когда становится трудно, а оно набирается мужества благодарить меня даже в тяжелые времена. Предание себя моей воле – это в конечном счете акт доверия. В тишине и доверии ваша сила. Введите 2020-го, если вы верите в Господа. Бог говорит, что благодарность открывает дверь в мое присутствие. Хотя я всегда с вами, я пошел на большие меры, чтобы сохранить вашу свободу выбора. Я поставил дверь между вами и мной и дал вам право открыть или закрыть эту дверь. Есть много способов открыть ее, но благодарное отношение – один из самых эффективных. Благодарность строится на основе доверия. Если слова благодарности застревают у вас в горле, значит, вам необходимо проверить свой фундамент доверия. Когда благодарность свободно льется из вашего сердца и уст, позвольте вашей благодарности приблизить вас ко мне. Я хочу, чтобы вы научились искусству благодарить в любых обстоятельствах. Проследите, сколько раз в день вы сможете поблагодарить меня. Это пробудит в вас осознание множества благословений. Это также смягчит удар испытаний, когда они обрушиваются на вас. Практикуйте мое присутствие, практикуя дисциплину благодарности. Наберите «да», если вы готовы, и поделитесь этим видео с 3 людьми, которые доверяют Богу. Сегодня Вселенная говорит: будьте всегда готовы дать ответ каждому, кто спросит вас о причине надежды, которую вы имеете. Легче выполнить это повеление, когда вы хорошо отдохнули и ваша жизнь течет гладко, и совсем другое дело, когда вы чувствуете себя измотанным и разбитым. Однако именно в этот момент ваш ответ, полный надежды, может оказать наибольшее влияние. Поэтому постарайтесь всегда быть наготове.
Вы также должны быть готовы ответить каждому, кто спросит вас о причинах вашей надежды. Соблазнительно считать некоторых людей плохими кандидатами на то, чтобы узнать обо мне и о том, что я для вас значу, но только я знаю их сердце и планы, которые у меня есть для них. Важнейшая подготовка к хорошему ответу – жить в осознании моего присутствия, полностью доверяя мне как своей надежде. Это поможет вам справиться с частыми взлетами и падениями в вашей жизни. Когда вы испытываете трудности, ободрите себя, размышляя над истинами Евангелия и глядя на меня, вашу славную надежду. В минуты усталости, когда дух иссякает, а мир, кажется, давит на нас с неослабевающей силой, мы можем задаться вопросом, как нам сохранить надежду. Именно в такие трудные времена сияние нашего свидетельства может быть наиболее ярким, освещая путь другим, ищущим утешения и понимания в Божественном. Итак, пусть вашим торжественным обязательством будет нести факел надежды, независимо от обстоятельств, которые вас окружают. Примите истину, что ваш путь – это не просто одиночество, а глубокая возможность вдохновлять и поднимать настроение тем, кто идет рядом с вами. Ваша твердая надежда, ваша непоколебимая вера – это не только ваши личные качества, это дар, которым можно поделиться с миром, жаждущим духовной подпитки. Когда вы встречаете людей, чьи сердца кажутся далекими от понимания божественного присутствия, не поддавайтесь желанию осудить их или навесить на них ярлык. Поймите, что только Божественное действительно знает глубину их сокровенных желаний и замысловатые планы, вплетенные в ткань их жизни. Ваша роль заключается не в том, чтобы определять их готовность, а в том, чтобы служить маяком надежды, быть живым свидетельством преобразующей силы веры. Чтобы быть готовым, чтобы быть сосудом, через который течет надежда, культивируйте в себе постоянное осознание божественного присутствия. Доверяйте Ему с непоколебимой уверенностью, как своему якорю в буре, своей вечной надежде. В этом доверии вы найдете силы, чтобы плавать по бурным морям жизни с изяществом и стойкостью, не обремененной грузом сомнений и страхов. Когда мирские проблемы грозят захлестнуть вас, утешайтесь вечными истинами Евангелия. Устремите свой взор к Божественному, вечному источнику вашей надежды. И тогда вы откроете в себе внутренний источник силы, резервуар надежды, который не поколеблют никакие бури обстоятельств. Напечатайте «Вечная надежда», если вы твердо решили отправиться в это божественное путешествие, которое выходит далеко за пределы вас самих и затрагивает жизни тех, кто жаждет надежды и понимания. Поделитесь этим сообщением с теми, чьи сердца жаждут взглянуть на трансцендентное, и давайте вместе осветим путь надежды для всех, кто ее ищет. Продолжая исследовать глубину нашей веры и предназначения, давайте задумаемся о взаимосвязи наших душ. Как звезды на ночном небе образуют созвездия, так и наша жизнь переплетается с другими людьми так, что мы не всегда можем это понять. Каждая встреча, каждый момент связи несет в себе потенциал стать сосудом божественной благодати. В своем путешествии задумайтесь о значении своей роли проводника надежды и понимания. Подобно тому, как Вселенная с точностью организует небесные движения, она сплетает нити нашей жизни в грандиозный замысел, в котором ваши действия
и выбор могут вдохновлять, исцелять и поднимать настроение. В гобелене бытия вы не одинокая нить, а часть большого, взаимосвязанного узора. Ваша вера, ваша непоколебимая надежда, подобно маяку, излучается вовне, затрагивая жизнь окружающих, даже если вы сами этого не осознаете. Примите эту роль со смирением и благодарностью, ведь вы – инструмент Божественного, сосуд, через который может проявиться трансцендентное. В моменты, когда в душу закрадываются сомнения и неуверенность, когда жизненные трудности угрожают угасить надежду, вспоминайте слова Иисуса как мелодичную молитву, соединяющую вас с Вечным. Ориентируясь в сложностях бытия, продолжайте искать общение с Божественным, ибо именно в этой священной связи надежда обретает самые глубокие корни. Доверьтесь Божественному плану, ибо он выходит за пределы времени и пространства, и в нем причудливо переплетаются ваши цели. Наберите божественное предназначение, если вы осознаете взаимосвязь всех душ и признаете свою роль маяка надежды в великом замысле Вселенной. Поделитесь этим сообщением с теми, чьи сердца бьются в гармонии с ритмами веры и цели, ведь вместе мы усиливаем свет надежды в мире, который жаждет его. Исследуя вопросы веры и надежды, давайте также вникнем в глубокую природу божественного руководства. Вселенная в своей безграничной мудрости предлагает нам шепот озарения, моменты ясности, когда мы чувствуем руку Божественного, направляющего нас по пути праведности. Бывали ли у вас моменты, когда решение принималось без особых усилий, как будто сама Божественная рука легонько подталкивала вас в нужном направлении? Именно в таких случаях мы находимся в полном согласии с Божественной волей, когда наши сердца бьются в унисон с космическими ритмами Вселенной. В своем путешествии развивайте глубокое чувство развлечения, духовную настройку, позволяющую распознавать эти моменты божественного руководства. Доверяйте процессу, ведь план Вселенной сложен и точен, и он разворачивается в полной гармонии с вашей духовной эволюцией. Преодолевая повороты жизни, помните слова псалмов, ибо они являются источником утешения и вдохновения. Пусть они звучат внутри вас как священная мелодия, как гимн хвалы божественной мудрости, направляющий ваши шаги. В моменты неопределенности, когда путь впереди кажется окутанным тенями, доверьтесь божественному свету, который сияет внутри вас. Это свет, рассеивающий тьму, маяк надежды, который ведет вас к исполнению вашего предназначения. Напечатайте божественное руководство, если вы принимаете моменты озарения и божественного руководства, которые украшают ваш путь. Поделитесь этим сообщением с теми, кто, как и вы, стремится привести свои сердца в соответствие с космическими ритмами Вселенной, ведь вместе мы движемся по лабиринту бытия с верой, надеждой и целью в качестве наших путеводных звезд. Иисус – Господь. Бог говорит: «Отдохните в моих вечных объятиях». Ваша слабость – это возможность укрепиться в осознании моего всемогущего присутствия. Когда вас покидает энергия, не смотрите внутрь себя и не сетуйте на недостаток, а обратитесь ко мне и моей достаточности. Радуйтесь моим сияющим богатствам, которые в изобилии доступны, чтобы помочь вам мягко пройти этот день, опираясь на меня и наслаждаясь моим присутствием. Благодарите меня за то, что вы нуждаетесь в мне,
и это укрепляет доверительные отношения между нами. Если вы оглянетесь на свой путь, то увидите, что дни крайней слабости были для вас самыми драгоценными. Воспоминания об этих днях богато переплетены с золотыми нитями моего интимного присутствия. Напечатайте «Я верю в себя» для подтверждения. План есть, и вы должны найти его, если хотите победить. Подумайте об этом. В мире, состоящем из более чем 7,53 миллиарда человек, каждый из которых способен чему-то научить, почему ваш путь пересекся именно с этим человеком? Потому что в данный момент жизни вам нужен был конкретный урок. Подумайте об этом глубоко, только тогда вы перестанете относиться к своему росту как к случайности и начнете ценить его как прекрасное путешествие, предназначенное именно для вас. Напечатайте «Я оптимист», если вы готовы. Позвольте мне помочь вам пережить этот день. Между тем, как вы встаете утром и ложитесь вечером, существует множество возможных путей. Будьте внимательны к многочисленным точкам выбора на этом пути, постоянно осознавая мое присутствие. Вы пройдете этот день так или иначе. Один из способов – это стонать и охать, спотыкаясь и шаркая ногами. В конце концов, это приведет вас к концу дня. Но есть и лучший путь. Вы можете выбрать идти со мной по пути мира, опираясь на меня настолько, насколько это необходимо. На этом пути все равно будут трудности, но вы сможете встретить их, опираясь на мою силу. Благодарите меня за каждую проблему, с которой вы сталкиваетесь, и наблюдайте, как я превращаю испытания в благословение. Введите «Я в изобилии», чтобы заявить о себе. Сегодня Бог говорит: «Ты – мое возлюбленное дитя. Я избрал тебя еще до сотворения мира, чтобы ты шел со мной по путям, предназначенным только для тебя». Сосредоточьтесь на том, чтобы идти в ногу со мной, а не пытаться предугадать мои планы в отношении вас. Если вы верите, что мои планы направлены на то, чтобы процветать, а не вредить вам, вы можете расслабиться и наслаждаться настоящим моментом. Ваша надежда и ваше будущее укоренены на небесах, где вас ждет вечный экстаз. Ничто не может лишить вас наследства в виде невообразимого богатства и благополучия. Иногда я даю вам проблески славного будущего, чтобы ободрить и подстегнуть вас, но главное, ваше внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы оставаться рядом со мной. Я задаю темп в соответствии с вашими потребностями и моими целями. Напечатайте «Я воплощаю любовь», чтобы подтвердить это. Бог говорит, что сегодня, когда вы обращаете свое внимание на меня, почувствуйте свет моего присутствия, сияющий на вас. Откройте свой разум и сердце, чтобы принять мою небесную улыбку одобрения. Позвольте моей любви с золотым отливом омыть вас и проникнуть в глубины вашего существа. По мере того, как вы все больше наполняетесь моей сущностью, вы испытываете радостное единение со мной. Я в тебе, а ты во мне. Твоя радость во мне и моя радость в тебе становятся переплетенными и неразделимыми. Радуйся, душа, с радостью, ты в моем присутствии, по правую руку от меня, там наслаждение вовек. Поддержите наш канал, пожалуйста, подпишитесь и включите уведомления о звонке.